Здравствуйте! Сегодня лекция будет посвящена парижским адресам литературных героев. А вашим гидом буду я, доцент кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы БГПУ имени Акмуллы Мария Сергеевна Рыбина. В Париже происходят действия очень многих литературных произведений. Простое перечисление их заняло бы время не одной лекции. Можно говорить о Париже Франсуа Вийона и Бодлера, о Париже Бальзака и Марселя Пруста. Можно говорить об английском, немецком или русском Париже. С этим городом мы будем встречаться на страницах книг писателей всего мира. Но начнем мы наше путешествие с персонажами книги Джоан Роулинг «Фантастические твари». Как известно, действие второй части происходит в Париже. И образ, который создала Джоан Роулинг, и тот образ, который возникает в фильме «Фантастические твари», он как бы аккумулирует основные черты Парижа, которые сложились в сознании вот в нашу эпоху. Это Париж таинственный и прекрасный, неизменно молодой, несмотря на свой древний возраст. Это Париж de la Belle Époque, прекрасной эпохи, рубежа XIX-XX веков, Париж, который ассоциируется с Мопассаном и Эмилем Золя, но в сердце этого Парижа тайно восходящее еще к Ренессансу. Итак, мы в историческом квартале Маре. Само слово «маре» переводится с французского «болото». Квартал Маре находится на правом берегу Сены. И его границы определены 3 бульварами и рекой. На севере бульваром Дю Темпль, на западе Севастопольским бульваром, на востоке бульваром Бомарше и на юге Сены. Болото, находившееся на этом месте, было осушено в XIII веке членами ордена тамплиеров. Отсюда и название одного из бульваров – Дю Темпль. Тогда это была окраина города, сегодня центр. Маре пережил градостроительную горячку барона Османа в XIX веке, оставшись почти нетронутым. Именно поэтому в нем сохранились и роскошные особняки, и дома ремесленников. Начнем мы наше путешествие с улицы Монмаранси. Она известна с XIII века. В XIII-XIV веках здесь находился особняк самой благородной и почтенной семьи квартала Маре. Улица в ее современном виде сложилась к 1768 году в результате слияния 2 средневековых улиц. Улицы Виленного двора, Рю Куртен-Вилен, и обязанный своим названием ювелиру Гийому Вилену, который жил здесь в конце XIII века, и улица сеньора де Монмаранси, называвшейся так потому, что в XIII-XIV веках, как я уже сказала, здесь находился особняк этой семьи. И вот на улице Монмаранси в доме 51 происходят некоторые эпизоды фантастических тварей. Этот дом сам по себе представляет целую историю. Дело в том, что дом Николя Фламеля один из самых древних в Париже, и уж, по крайней мере, точно известно, что он самый древний из датированных. Строительство дома закончилось к 1407 году, о чем говорит надпись. Сам Николя Фламель – личность невероятно интересная. С ним связаны легенды о философском камне. Он считается, что ему удалось открыть секрет философского камня, и это как будто бы подтверждало его долгая жизнь. Николя Фламель родился в 1330 году в окрестностях Понтуаза.
После смерти родителей в достаточно раннем возрасте он их потерял, переезжает в Париж, прославился как переписчик, совершил путешествие на восток. Считается, что ему удалось открыть какую-то древнюю рукопись, известные эзотерические произведения самого Фламеля. В 1382 году Фламель в течение нескольких месяцев становится собственником около 30 домов и участков земли. Когда умирает жена Фламеля, он заказывает строительство дома, первый этаж которого будет предназначен для торговли, а на втором этаже должны принимать бедных странников, странноприимный дом. Единственным условием их проживания там становится утренняя и вечерняя молитва за чету Фламель. Множество легенд говорит о том, что Фламель якобы появлялся после смерти, видели его в XVIII веке, затем этот образ становится очень популярен в XIX веке благодаря произведениям романтиков Виктора Гюго, который упоминает Фламеля в соборе Парижской Богоматери, Александра Дюма, который пишет о нем в «Жозефе Бальзамо». Возникает образ, который появляется в готических романах и доживает до наших дней. С этим как раз-таки и связан интерес к Фламелю уже в произведениях массовой литературы у Дэна Брауна и Джоан Роулинг. Например, романы «Гарри Поттер и философский камень» и «Фантастические твари», о которых мы как раз-таки говорим. В том же самом квартале Маре мы встретимся с еще одной легендой и еще одним символом Парижа. Это «Три мушкетера». Итак, Д'Артаньян и «Три мушкетера». Можно пройти по нескольким маршрутам, связанным с топографией трех мушкетеров. И начнем мы наше путешествие на площади Вагезов, La Place des Vosges. Это самая старинная площадь Парижа, образованная в 1605 году на месте бывшего конного рынка. Расположена она в квартале Маре и представляет собой правильный квадрат со сторонами 140 метров. До 1799 года площадь называлась Королевской, La Place Royale. Именно здесь находился особняк кардинала Ришелье, который он потом завещал королю Франции. Таким образом, недалеко от этого места, как полагают, в доме номер 6, как полагают исследователи, в доме номер 6 жила Миледи. Соответственно, когда Д'Артаньян бежал, так сказать, от Миледи, раскрыв случайно ее тайну, он рисковал встретить гвардейцев Ришелье в тот самый момент, когда меньше всего ему захотелось бы их встретить. Площадь Вагезов, La Place des Vosges, разбита и застроена в 1605-1612 году по указу Генриха IV. Ранее здесь стоял Турнельский дворец, где во время рыцарского турнира получил смертельную рану король Генрих II Валуа. Со времени создания, в эпоху Генриха IV, площадь изменилась сравнительно мало. И, как вы видите, ее окружают здания из красного кирпича с полосами серого камня. Два здания с более высокими мансардными крышами именуются павильонами короля и королевы. Здесь простолюдины справляли свадьбу Людовика XIII и Анны Австрийской. На площади Вагезов, на Королевской площади жили очень многие известные люди, уже
упомянутые мною кардинала Ришелье, Сюли, Боссюэ, а позднее, в XIX веке, здесь жили и Виктор Гюго, и Теофиль Готье, и Альфонс Даде. Конная статуя Людовика XIII, которую Ришелье поставил в честь короля, была переплавлена во времена Французской революции, но в 1825 году восстановлена. Сейчас большую часть площади занимают липовые аллеи, фонтаны и газоны. Ну, теперь навестим мушкетеров у них дома, как называется глава в романе Александра Дюма. Д'Артаньян. Итак, Д'Артаньян вступил в Париж пешком, неся под мышкой свой узелок, и бродил по улицам до тех пор, пока ему не удалось снять комнату, соответствующую его скудным средствам. Эта комната представляла собой подобие мансарды и находилась на улице Могильщиков, вблизи Люксембурга. И вот мы в узеньком и коротком, по 13 домов с каждой стороны, переулке, носящем имя итальянского архитектора Жана Жерома Сервандани. Так теперь называется эта улица. Именно этот архитектор в 1745 году построил совсем рядом собор Сен-Сюльпис. Надо сказать, что Дюма допускает такой небольшой анахронизм. Дело в том, что во времена мушкетеров, во времена Ришелье, эта улица все еще называлась улицей Подковы, Rue du Fer, à cheval. А улицей Могильщиков она стояла только в XVIII веке. Здание 11, в котором должен был жить Д'Артаньян, не сохранилось. Сейчас это совсем другое здание, ничуть не похожее на двухэтажный с мансардой домик Бонасье. Арамис жил на улице Важерар. Улица Важерар, Rue Vaugirard, считается самой длинной в Париже, но такой длинной она стала в 1868 году в результате соединения Важерарской улицы, проходившей по территории Парижа, с главной улицей Grande Rue, коммуны Важерар, которая только в 1860 году вошла в состав Парижа. В те времена, когда Д'Артаньян ходил в гости к Арамису, это был такой тихий пригород. Александр Дюма не уточняет, что Атос жил также недалеко и, по сути дела, жил практически параллельно вот с улица Феру, на которой жил Атос, проходила параллельно улице Могильщиков, на которой жил Д'Артаньян. Rue Феру проложена в начале XVI века и названа именем бывшего владельца этого участка, королевского прокурора Этьена Феру. Из-за ее близости к улице Святого Сюльпиция эту улицу иногда называют проулком Святого Сюльпиция. Руэль Сан-Сюльпис. Ну и, наконец, мы доходим до улицы Старой Голубятни. Название существует и поныне. На этой улице находились дома Портоса и де Тревилля. Они описываются как, сказать, роскошные. У де Тревилля был особняк, но как раз улица Старой Голубятни была очень сильно перестроена во времена реконструкции, предпринятой бароном Османом, вот этой реконструкции Старого Парижа. И сейчас мы видим на этом месте широкий бульвар, дома, построенные в XIX веке, и уже не найдем здания, хотя бы даже отдаленно напоминающее особняк де Тревилля. В отличие от, скажем, улицы Феру, которая, как вот вы видели, сохранила облик такого еще средневекового города, или там Парижа XVII века. Итак, наконец мы переходим так сказать, возвращаемся к нашим персонажам Джоан Роулинг, которые нас ведут по литературному Парижу.
И можем увидеть французский аналог «Косого переулка». Скорее всего, в основе лежит топография ворот Сен-Дени. На роль места, где расположены магазины для французских волшебников, больше всего подходят ворота Сен-Дени. Порт Сен-Дени. Я хотела бы упомянуть еще один роман, который мотивы которого перекликаются с теми образами и, самое главное, с тем образом Парижа, о котором мы сегодня говорим, такой мистический Париж. Мы вновь возвращаемся здесь к истокам квартала Маре. Вы помните, что болото было осушено орденом тамплиеров. Так вот, в романе Умберто Эко «Маятник Фуко» основным сюжетом становится теория заговора, связанная как раз-таки с этим орденом. Тайна ордена тамплиеров и тайна клада ордена тамплиеров. Роман «Маятник Фуко» Умберто Эко – это второй роман итальянского писателя, профессора семиотики Болонского университета и медиевиста. Впервые он был опубликован в 1988 году. Начинается роман Действие романа начинается в Парижском музее искусств и ремесел, Musée des Arts et Métiers. Это самый старый технический музей Европы, который находится на улице Реамюр в здании бывшей церкви Сен-Мартен-де-Шан. Церковь эта построена на месте старой церкви эпохи мировингов. То есть это вообще раннее средневековье. Легенда гласит, что эта церковь была разрушена во время нашествия норманнов, однако точного подтверждения этому нет. Достоверно известно, что в середине XI века Генрих I распоряжается построить на этом месте вторую церковь. Построенная в 1059-60 годах, церковь переходит в 1976 году в ведение ордена Клюни. Аббатство просуществовало до французской революции. В 1794 году аббат Анри Григуар предлагает Национальному конвенту проект создания консерватории искусств и ремесел, целью которого станет изучение и сохранение машин и инструментов, чертежей и моделей, книг и различной документации всех существующих искусств и ремесел. Мне кажется, нельзя не сказать хотя бы несколько слов о романе, который дал название нашей сегодняшней лекции и который неизменно дает название очень многим фильмам, передачам, экспозициям, статьям о Париже. «Парижские тайны». Париж всегда скрывает некую тайну. Мы продолжаем разгадывать секрет его очарования, секрет его молодости. Название «Парижские тайны» – это название романа Эжена Сю, который создал новую модель романа, ни больше, ни меньше. Сложно, так сказать, произведения Эжена Сю как раз относят к одним из первых образцов массовой литературы. Это роман, который имел совершенно головокружительный успех. Об этом свидетельствует хотя бы то, что он был переведен сразу же практически на все основные европейские языки и, самое главное, вызвал целую волну подражаний. Известно, что там были и петербургские трущобы Крестовского относятся к этой же линии, были лондонские тайны, берлинские тайны, лиссабонские тайны. Роман Эжена Сю читали и Чарльз Диккенс, и зачитывался им Федор Михайлович Достоевский.
Наша сегодняшняя лекция была бы невозможна без многих исследований, как французских, так и отечественных, посвященных топографии Парижа. Это одна из таких перспективных тем. Ну, достаточно сказать, что недавний лауреат Гонкуровской премии получил эту высшую литературную награду за роман, который называется «Литературные адреса Парижа». Но я бы хотела вам порекомендовать книгу «Справочник» Веры Аркадьевны Мильчиной. Это ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований, филолог, переводчик, кандидат филологических наук, который занимается переводами в основном авторов XIX века, Шатобриан, Бальзак, Надье. И ее книга «Справочник. Имена парижских улиц». Неоценимый источник знаний для тех, кто будет читать французскую, и не только, как мы видели, французскую литературу, и захочет выяснить, где же все-таки жили литературные герои и какие из этих зданий до сих пор можно увидеть. Благодарю вас за внимание. Merci de votre attention.